Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Социально-экономическое развитие. В правительстве Чеченской Республики прошло расширенное совещание под руководством главы региона Рамзана Кадырова. Подробнее в этом выпуске. Дыхание великой эпохи. Все это не может вместить разум, но человечество должно об этом знать и помнить спустя века и десятилетия. В Чеченскую Республику прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Аутентичные предметы, подлинные чувства, мгновения и жесты лихолетия Отечественной войны в нашем эфире. Зрелищные поединки. Организаторами предусмотрено все, от экипировки до безопасности. В республике состоялся открытый турнир по боксу памяти мастера спорта России Адама Исаева. В правительстве Чеченской Республики прошло расширенное совещание под руководством главы региона Рамзана Кадырова. На повестке вопросы, касающиеся социально-экономического развития субъекта. Обо всем по порядку в сюжете Турпала Литайсумова. Дав начало расширенному совещанию, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в первую очередь предоставил слово председателю правительства Муслиму Хучиеву. Он отметил рост в ряде важных соцнаправлениях, в том числе и в демографическом. Социально-экономическое развитие республики и социальная газификация. Еще вопрос. Первый вопрос. Докладчик Хучиев Муслим Магомедович. С начала 2023 года в республике сохраняется рост основных показателей социально-экономического развития Чеченской Республики. Объем продуктов сельского хозяйства вырос на 2,2 миллиардов, объем отгруженных товаров на 123,7%, объем промышленного производства на 22,5%, ввод жилья на 25,5%, объем платных услуг вырос на 7,8%, и, естественно, прирост населения составил за 2022 год 23 451 человек. Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в 2023 году, составляет 28,1 миллиардов. На 17 марта кассовое исполнение 3,9 миллиардов или 15,6%. Всего на реконструкцию, приобретение, строительство новых объектов предусмотрено в рамках рекпроекта 203 объектов на сумму 23,2 миллиарда рублей. По контрактации, Рамзан Иванович, на сегодняшний день предусмотрено на сумму 24,4 миллиарда рублей. На текущую дату работа завершена по 223 контрактам и 18 договоров на общую сумму 17,6 миллиардов или 72% от общего объема финансовых средств. Также количество установленных показателей по нацпроектам составляет 143 единиц. На сегодняшний день нет опасения по исполнению нацпроектов. Подготовили обращение в адрес президента страны о выделении дополнительной финансовой помощи в размере 8,5 миллиарда рублей. Это расходы на содержание ввод новой сети, дефицит терпрограммы, оплата страховых взносов за неработающее население, также учебники федерального компонента. Касаемо бюджета также имеются высокие показатели. Наблюдается повышение оплаты труда бюджетникам. Среди плюсов было отмечено и завершение по итогам прошлого года реализации 173 инвестиционных проектов на огромные суммы. А это значит, жителям будут предоставлены новые рабочие места. Кроме того, премьер-министр анонсировал планы по реализации будущих полезных для общества проектов, таких как новый аэропорт, а также расширение цементного завода и возведение филиала МГУ. За 2022 год среднемесячная зарплата у нас выросла, Рамзан Иванович, на 9,5% к уровню 2021 года и составил 33,6 тысяч рублей. Было в 2021 году 30,7 тысяч рублей. Прогноз на 2023 год это средняя зарплата увеличится до 36,6 тысяч рублей. Общий объем инвестиций в основной капитал по предварительным данным за 2022 год составляет 119,5 миллиардов рублей, рост на 131,5%. В том числе внебюджетные средства 77,4 миллиарда рублей, рост составил почти 138%. По итогам 2022 года завершена работа по реализации 173 инвестпроектов, это где-то сумма более 15 миллиардов рублей, почти 15,8 миллиарда рублей, созданием около 1300 рабочих мест. На стадии реализации в этом 550 проектов, создание более 10 тысяч
тысяч рабочих мест на сумму почти 119 миллиардов рублей. По планам, Рамзан Ахматович, исходя из ваших поручений, в том числе мы составили соответствующие планы работы правительства Чеченской Республики. Мы, прежде всего, будем работать на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на удержание ОСППТ «Грозный». Это 220 миллионов рублей. Это первый этап его закрытый, чтобы перейти во второй этап. На удержание высоководной линии Кизиной-Ам где-то 322 миллиона рублей. На строительство Ачхой-Мартанского ЦРБ 3,6 миллиардов. На строительство инфекционной больницы по вашим поручениям ПСД и него земельного участка выделить Инду. На инфекционную больницу где-то сумма составляет 7,6 миллиардов рублей. Также выделение помощи участникам СВО направлено в Киев, 763 миллиона рублей. На особом контроле, по вашим поручениям, держится вопрос строительства аэропорта в городе Грозном, модернизация цементного завода, открытие филиала МГУ, расширение Российского университета спецназа и строительство аварийного жилья. Также в целях развития территории Чеченской Республики, по вашему поручению, завершена работа по привязанию Шуматан сельского населения в город, нормативный закон Шадик Ардел Рамзанович. И Тагандолжина мы ведем подготовительную работу по реконструкции самого населенного пункта Рамзанович. Мы определяем бюджетные инвестиции, определяем также небюджетные инвестиции для того, чтобы в дальнейшем срок уже подготовить объем работ, объекты для реализации по Ачхой-Мартанскому. Да, эту работу достойно завершим. В субъекте есть много перспективно-проектных задач, которые в данный момент активно реализуются. При этом по многим показателям регион в лидирующих позициях, отчитался Муслим Хучиев. Реализация года чеченского языка. Мы на сегодняшний день выделили из резервного фонда правительства 18,3 миллиарда рублей. Общая потребность 60 миллионов дыр. Гора уже срочно действовал вопрос. Обеспечение школьных автобусов ГСМ почти 32 миллиона рублей. Также необходимо оборудование пункта приема единого госэкзамена где-то 68,5 миллиона. На учебники республиканской компонент Нохчуматай учебник 150 миллионов. Поручения ваши исполнены. По поводу вашей инициативы по созданию Исламского банка на территории России, это опытный экспертный регион Чирой-Бельгаляхан. У нас ведется работа с Минфином Российской Федерации по созданию и развитию Исламского банка, в том числе заинтересованными учреждениями в территории, это шейх Ибн Заида, предприятия, которые работают в Исламском банке. Вот Ибал Бивич будет. Также в 2023 году, Рамзан Ахматович, работа правительства будет направлена на достижение установленных показателей указа президента за номером 68 в Бельгалях, по которому мы по итогу 2021 года заняли первое место благодаря вашей поддержке и авторитету, Рамзан Ахматович. Также качественная реализация в дальнейшем государственных программ. Мы по итогам прошлого года, Рамзан Ахматович, полностью 100% освоили бюджетные средства, выделенные на нацпроектом. И, по крайней мере, первыми были среди субъектов России, кто это сделал. До этого результата никто не достиг. Здесь же премьер-министр Муслим Хучиев отметил, что ведется работа и в налоговой сфере, в частности, взаимодействие в поступлении и исполнении налогового бюджета. В свою очередь, глава региона напомнил, что все отчетности и обязательства должны выполняться в срок. В стороне не осталось и исполнение поручений главы региона, связанных с объявленным годом чеченского языка. По словам Рамзана Кадырова, положительные результаты будут во всех направлениях, и каждый на своем месте должен следить за ходом возложенной на него работы. Проблем bio što on musu направлена da on dovrdu da se on dalgo da on rezultat šalju tako je nесмотря на то что он республика da on население od jakieću da on tako je babiš vol bol sobor da on ordina da on nakon da horamo da on ševolča da on председатель правительства babijezi boš Чингицет очеш да ши профильное министерство чин ведомствен дона тяда да стяба бабизесно взаимодействие hala ездон так ши направление си дон доршталом дона тяда сацдис дона так дон тяда шолче дешса холчтон так туда дона болтона в даурбастон. Также политик поинтересовался тем, как идут работы по строительству новых объектов на всесезонном курорте Ведучи, в частности гостиничного комплекса. Он должен позволить принимать еще больше как местных гостей, так и туристов. Ведучи сега да он выйдет что он в гостинице шушалешт да он таяш да он завершит и управление вечер он так как да он царь худеш будет что он царь направление да он сам один царь судья да
Рамзан Ильич, они вот по нулевому этапу даже царя ешек, первый отчет, как раз РФ, царя и канатный дорог, инфраструктуру царя ешек. Вот в этой части, то, что Аллаши гостиницы уже гина, третий на завершении, четвертый мы синхронизировали с вводом канатных дорог Тхани Ахилош. Дорожная карта нового представителя подписать инду, и вот единственное, и новую карту, и вот и реализовать. Дальше киялся дольше, и вот сюда контролируем, вот дорожная карта они представили, хайетанца. Как раз по ВЛ кизну ами высоковод линии 322 миллиона, это вот еще ахшду. От Сунахи и ОСППТ первый этап завершения 250 миллионов. Это все ведение Минэкономики России, ассоциация в том числе и по реализации ведущей этапа. О реализации программы социальной дегазификации в регионе доложил министр промышленности и энергетики субъекта Адам Хакимов. В своей речи он отметил то, что план по снабжению голубым топливом жителей региона за прошлый год даже перевыполнен, но и на этом остановки не будет. По поручению руководства Чеченской Республики проведена работа по развертыванию пунктов оперативного приема заявок граждан на газификации. Создано 163 пунктов, из них 15 подведомственных ГРО, 148 администраций муниципальных районов и мэрии города Грозного. Организован прием предварительных заявок на заключение договоров на технологическое подключение в рамках догазификации. На возмещение части затрат, связанных с газификацией индивидуального жилого дома, установлена мера социальной поддержки гражданам в размере единовременной выплаты 10% от уплаченных сумм на приобретение оборудования и работ, но не более 8950 рублей. Посланием президента Российской Федерации было дано поручение поднять эту сумму до 100 тысяч рублей. В рамках программы социальной газификации на период 2021-2023 года планируется подвести газ к 7426 домовладениям. Исполнение план графика на 2021-2022 год, Рамзан Ахматович, составляет 128%. Глава региона выразил слова благодарности за проделываемый труд. Он отметил, что руководство страны всегда идет навстречу, когда есть такие результаты. И несмотря на различные санкции, дееспособность и польза обществу от этого не снизилась. Сегодня наш регион стабильно находится в тройке лидеров субъектов Российской Федерации. А также хочу подметить, что не раз руководителем штаба Александром Валентиновичем Новиком на совещаниях Чеченскую Республику приводили в пример исполнения поручений президента Российской Федерации. По словам Адама Хакимова, работа проведена настолько качественно, что даже высшее руководство данного направления уже приводит республику в качестве примера, чтобы остальные регионы не отставали. I dátszedéston létező ledrolóinci balóinek dona is ugye don jámartlo juktó jesek deszlót del way motsaldon balbes budon pravitszodon dinabusar a hőkston segyek élen zadács skóts jeső dovai doktor pozíciska don lidership stage budon way don zanimatős don первый третий шестой don пятый don бошдон цендел don общалеч don dik показатель что ну и хиллак показатель что когда don don Valdan, vagy alszembelle isztiádon, vagy alszabáterdon, káig szógáig diszkoidon, dávoládon, vagy élen dács, vagy halandon, üstolon, vagy vántosdon, de lóindon, száma, dütödócsalodon, muszliminádon, barikaldérezadon, zaimedészjógon, naledberbándosdon, dokub, vaproστон, vagy чектоулсудестон, так. Правильный подход, правильный он, одежда направление, улучшил, что он взаимодействие, холдом, понимание, холд доверие, холда, что он делает, выделять обязательно коучи, федеральный министр, вице-премьер, председатель правительства, руководство государства, он на встречу года, что он поднять вопрос, проблемный вопрос, что он
поддерживать то дон так. Цундер дона из это дорогого стоит дон. Цундер и планк дона юхаться есть дон. Довери галца якша хора мадовый баба бизнес дон. Да мула дона. Так ты что истят дона. Бог даур будет дон. Хоча дон глауш будет дон. Я вон испания образование дон. A miniszterség, vicepremierség és csapod ezt a jó dalma szegedon, és doldolcsádon, szemhildés dokoj ezt on, tak vagy beszport bahdon, vagy talán jól szituációdon, itt een részbocsdon, tehát halács gazdaságoltásdon, vagy hokkal republikdon, cádon, vagy rodibdon, no alo jest tehát, da za okeanom da Japonija bi skačala da sankcije Kanada, when sankcije je šude da halat so tak da mišel velat sa ošfod da tak da urodi bodan sa hati urošvat sa hati aktiv šet da cen прекрасно это понимают da sa bankovski šitaš jest da все равно da ну, лилошти, он югак, что он обещает, а санкции что он лирс муж, что значит он, что дешти, вы не снят, а то что это гидес он, это муслим он, вы не хавина дес он, то хав санкции что он, ну за то президент наградил, президент вот страны поддерживает дешти, то он так вы маст что он сразу он санкции что бывает, но что бывает, ну сразу чемпион мира по санкциям, то он вот санкции что Цанина, я тебе Саддамина, я тебе Саддамина, санкции что да, я вылез что вейдон, бусал бин риллак мот مسوما ويدانا والبيش ويدل ديلا لك تان دانا وي شش سن دقيق لك دان سر ليلوشتك دانا لك وي приемлемый дать дان وي غلق خردو وي نخشي خردو. Кроме того, политик напомнил, что сейчас важно охранять свой национальный язык от угроз исчезновения, которые вполне могут возникнуть, если не взяться за вопрос. А кроме того, необходимо чтить свои традиции и обычаи, и также их оберегать. Boy motton ju arna borsport metne sokadan i hundu elnek dordan a sak amel deston no raskebatardan doktor desneston jo da do hay ameladan hore mai dan shahabar duchton shad duch lechton is shir hostordan raskedwaston amel da royachton holk shavegedaston sunderdan waydan Ватлер бабиз, Критики за бугром ничего, кроме болтовни, не могут. Собственно, для этого они и предали родину. Запад во главе с США лишь помогают недоброжелателям, отметил глава субъекта. Он подчеркнул, что нужно говорить только правду. Ведь чеченский народ знает, что приводит к национальной беде. И чтобы ситуация, как в лихие 90-е, никогда не повторилась, стоит защищать свое государство от любых потенциальных врагов. شيء ده شبعه ده سان ده زربلات شيء ده سان ده مصر كمبيوتر مصر ما بيسي ده وين يقع ده إيلد تجربش ده تعلم من الخوع إيلد ده درجة بقدر باش ده حي وحشانا ده يتأخر ده ده أو شيء ممتيش الوال ده ورودي بده خل ده Istan bakdóri dan, itson tísetisch nachdan, da hoch das dan, advitsin ha írna bohi, das dan szűrdan, náva szóval dan, szóval csűen dan, gümszédan, szóval das dan, ha cáhma uba das dan, holla bász dan, ha vedde bors düsterbe, gümszé ha vedde bors düsterbe. No is takul za sejtnes dan, za váhovi dan, za amsi ezve dan, da is havocsán dan, is bakdómiat das dan, a televíziós a cegós hanne elcside szállnak valam komandorok van lesz hu hol leboyhan da predumat de kichmo tadon и бадо элдон этадон нахбу кичдон. Кроме того, политик раз и навсегда развеял слухи о якобы своем плохом здоровье. По его словам, с ним все более чем прекрасно. Это показало и местное здравоохранение. Да, сон лечение есть нахбу дастон, эваштон, шешашадон, молнош предлагает деши дон, так. Да лечение есть дон, мой есть дючи дон, с историей болезни дон, дон, шешен история болезни, а шен даст дон, почек лошвей дон, печень лошвей, ونعني لوشوي باش دون دارش دون حاجة عاش ديش موك شو تيسا دون سليمان بولنا أنا عاش دعية لتنيرز دون سليمان موك شو يسا
طبعا صحيح وهو غير بيقبل هو انا ليش حاجه ابسولوت ضروري واقع عامي نسوا انا ليش طبعا صدق يحشيك بالليل برجع إلديش دون يعمل شهر دون بيش بالناخي دون سال لدوش بالناخي مش مني أمير ليش بيش دون سان دون دوتك دوتش فولتك شنو تحسب تبع دون منافق دون تك دون سال دون دي نعبوسا دوتك شاش دوتشي خوش دون دوتك دوتش بول منافق نا دوتش تلش دك دون يبقى دو دون إز شنو تيح خد شو دون إذا قلبي على وده استون دون إنترنت شادك وجا شرق مداتي ده تذكر مداتي ده إنفورماسيون تعالوا بشوكلاس شو يشوف ده إسحاق عليه شيء نبرين ما تيجي أصلا هو ما شاول شو دون بقلي بقدك دوتش داك خاص لوجن دعال بقدك دون يازيش دون هو تشينجي ساد دون شاش دون مباتي دون ساد دعال هيك ديش دون هو را شاول شو هيك دون هاب بقول ده رسول دون هو را شاول شو دون دعال دون خاص لوجن دون شاش بولش متى دون ملح أو يلا دون دعال بقدك يازيش خدويز بقدك أورش خدويز وي دون شنت أما خدون إتقيل دشتياخي دون die HCA dan, hokka dan, nachtje dan, meeting dan, hoofdje dat dan, het emspel hebben we eigenlijk niet, dat dan, boeisspel, nachtje ook boeisspel, letspel dan, hoofdje letspel dan, eens dan Syrië dan, kan bellen, we doen daar letspel meer voor dan, die HCA moet op dat ook letspel dan. Je hebt het dus dan, lukt het dan, dat dan, toen dan, wij dan, schinta maar check dan, sinds dan, wij dan, chutwam sabait. هو شبوك دوس رسيت وان بيش دونه وين أقوش دون وين رسي بشاكا دون ريجيون داس دون داك يتخلق دون وين بدرجات دون هيز وين تقشقوش اللي في ريد بعشين ده رسيت ده على دون داك إزوي لرد ديشدو داك إزوي لرد يردو ده المولا داس دون تون وين دونه نا ويجري وين أوستي دونه تانا دونه هو وين بشاك لريش دونه Kurt Dalloch, Darit Nabu, Daba Peach, Don Padrazilianes, Judon Ketchies, Don Üstor Bosszomadon, Sandon, Lattadeston, Kicsi Boston, Szundeszuma Szenátszán Barkal Dérész Ledon, de Elcsán, de Gazról, Lazincsai Csőnslon, de Émánc, Jerzveldon, Hóratek Don, se Olcs Metási, se Pacsalk Don, se Lerde Don, Bihala. Daar is zo'n uurtje daar, voilà, waar ga ik iets gelukkig op Duitsland. Zo ja, dan bij, was ik zei de regie dan, gebeurt dan, ons in de dan, halen wij dan, bakketje Duits dan, onach middel dan, zie je, wakker uurtje, nou wat je wordt, halen uurtje dan, is dan, burger waar wij dan. Voilà, wees dan, dat wat tussen dan, wuxel dan, dat ze de iqonabboshol dan, jakit ettet dan, is daar mola dan, is dan, wij ze leerde al dan, veel dan, ze leerling dan, leerlos dan, eigenlijk soms nu joods en wat zijn bergalderen is geladen, dat is dan dat het op daar was zo goed om naar doel, dan wij zijn economisch dan situatie dan wel je dan moslims dan hais dan wat royaats dan daar wel gedaan dan chariërs dan economic work dan is dan arts dan wij dan republikaat is dan instellingen dan wij republiek dan na problemen dan interesse niet is dan na o چوح واختيشات يشدونه إنسان وبيرويتس برئيسة دونه مسقط دون وتبر ركوس دون وأوشكت دون هو دون وبروجكت دون بريدلجيتين دون صار شيء بروجكت دون بريدلجيتين دون ده كوي يو وي تاتيو نبرولين صار بدرجاتين إنز دون شيء كده دون ده شيء تكنيسي بلاش بيش دونه وي دون كده مولا دونه واسيخ إنس دون بروجكت دون ريليزواتيش اللي دون تاقبلين سيرس خزائس دون دوكو بروجكت شوي دون realizatie dan maar dan project dan da Republika Archlegitis pol investors dan laten we het dan dat we daar is we dan bij gorodu dan en was met dat crunch dan balbe dan bedrijven zo dan hasvan dan en maar dan acht dan tiest zelfs dan daar weer zelfs laten we het dat dan zo de we wal daar we dan dat het wel dan
Kandon, vagy a szövésenyávos hazahírt, Kandon, Spirot, Nédon, Ámadágyó, Levendon, Döggerdon, on Dőzzel, on Vési, Masszú, Isi, Sevigdon, Tanívosztán, Ávjogságosodoztán, Incidán, vagy Imtexendán, Dinán Baláhodán, Sín élen Zedács, Kocs, Hirsfudán, vagy Nekidűdán, Rádokovával, Voksfosdán. Завершая общее заседание, Рамзан Кадыров пожелал успехов всем собравшимся. Каждое совещание руководство республики преподносит жителям приятные новости. И это их главная цель, чтобы все жили в достатке и в ногу со временем. Турпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики состоялось совещание, в рамках которого сообщили о новой должности Хутмат Кадыровой. Здесь же подвели итоги о проделанной работе и обсудили планы. Также высокопоставленные лица проинспектировали республиканскую клиническую больницу имени Пендиева. Подробнее расскажет Амина Тубелагова. Буквально недавно заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова стала курировать направление здравоохранения. Такое поручение дал лично Рамзан Кадыров. Об этом на совещании в Министерстве здравоохранения сообщил вице-премьер правительства региона Адам Алханов. В нем также принял участие министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. Решение главы республики Рамзана Кадырова о назначении Хутмат куратором одного из самых важных социальных направлений во многом связано с ее высокими результатами в развитии медицинской реабилитации в регионе. Безусловно, все кадровые решения нашего национального лидера положительно оказываются на всех направлениях экономики и социальной сферы. В 2022 году ознаменовался высоким результатом по всем направлениям системы здравоохранения. Это было отмечено и главой республики, успешно реализованы государственные программы и национальные проекты. И оценимый вклад в развитие медицинской отрасли также вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова Далаза Поболдуйца. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Сегодня мы обсудим основные задачи и рассмотрим наиболее важные проблемные вопросы системы здравоохранения. Не сомневаюсь, что общими усилиями мы сможем добиться больших результатов, достичь поставленных нашим национальным лидерам целей и оправдать возложенное на нас доверие. За последний год реабилитационные центры республики пережили множество этапов подъема под чутким руководством Хутмат Кадыровой. Качество оказания реабилитационной помощи по всем основным направлениям заметно выросло. Внедрены новые современные методы лечения, привлечены лучшие специалисты из различных регионов России. Все достижения стали возможны благодаря вниманию ко всем вопросам со стороны главы Чеченской Республики. А сегодня новое начало в развитии медицины в целом. Рада приветствовать вас на нашем совещании. Как мы знаем, главной целью здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья населения. Благодаря постоянной поддержке и огромному вниманию со стороны главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, наша система здравоохранения успешно справляется с этой задачей. В прошедшем году были улучшены основные показатели здравоохранения. Это снижение смертности, в том числе младенческой, повышение рождаемости и коэффициента естественного прироста населения. В Чеченской Республике успешно реализуются мероприятия нацпроекта здравоохранения. В 2022 году введено 7 новых объектов. Закуплено более 400 единиц медицинского оборудования. Постоянную поддержку здравоохранения оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова Далаза Поболдуйца, за счет которого в 2022 году, в 2023 проведен капитальный ремонт, реконструкция и оснащение ряда крупных медицинских учреждений региона. В настоящее время завершается масштабная реконструкция Швейской ТРБ. Одновременно остаются вопросы, требующие нашего пристального внимания. Необходимо усилить работу первичного звена здравоохранения, а также совершенствовать цифровизацию сферы здравоохранения, продолжить обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, укрепление их материально-технической базы. Со своей стороны я буду оказывать всяческую поддержку для достижения задач, поставленных перед системой здравоохранения главой Чеченской Республики. В Чеченской Республике наблюдается устойчивая положительная динамика по продолжительности жизни. Свою эффективность Минздрав региона в очередной раз доказал в период обострения коронавирусной инфекции. Ведомство продемонстрировало способность реагировать на самые сложные вызовы. Им была проделана огромная работа по налаживанию всех показателей. Об этом более подробно рассказал министр Сулейман Ларсанов. Нам удалось установить эпидемию новой коронавирусной инфекции.
Чеченской Республики обеспечить при этом первое место среди всех субъектов Российской Федерации по вакцинации и вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. По поручению Рамзана Ахматовича созданы эффективные работы рабочие группы по снижению смертности по основным таким показателям, как болезни системы кровообращения и эпидемиологических заболеваний. Продолжается работа по организации профилактических осмотров и диспансеризации. По итогам уже, надеемся, 3-го квартала мы в лидерах по Российской Федерации по охвату населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией. Также очень усилена работа по медицинской профилактике и ведению здорового образа жизни. Основные запланированные значения показателей по всем региональным проектам за 2022 год выполнены в полном объеме. В текущем году планируется приобретение и дооснащение медицинских организаций 268 единицами оборудования, из которых 184 для реабилитационных служб, 109 автотранспорта и строительство 13 объектов. Как всегда, неоценимый вклад в здравоохранение Чеченской Республики вносит наш региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, первой России Ахмата Кадырова, который уже заявил о планах о строительстве и реконструкции и оснащении ряда объектов в 2023 году. Уверен, что с вашим назначением, уважаемые Рамзановны, здравоохранение региона ждут новые достижения, которые положительно скажутся на всех жителях нашей республики. Я хотел бы еще раз перед всем сообществом заявить, что мы все площадь Ханава с Легоном, любое поручение выполнить кичном, яхпеч, рвал работы больше, он рвал работы больше, он авас Легон, да, тяжелый участок, но я думаю, с вашим кураторством мы много достигнем больших положительных успехов, которые еще не были ранее в нашей медицине, в истории нашей медицины. Завершая мероприятие, Адам Алханов выразил уверенность, что при поддержке нового куратора здравоохранения региона ждут позитивные перемены. Уже не раз повторяю, это как 10 концов, я уверен, что вы поднимете систему здравоохранения на новый уровень. И с помощью врачей, с помощью врачей, мы достигнем этого. Далее в рамках инспекции Хутмат Кадырова, Адам Алханов и Сулейман Ларсанов посетили республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева. Фокусом их внимания стало отделение скорой медицинской помощи. Регистраторы сидят, вот сразу же пациент, как только поступает, они полностью фиксируют все данные. Пока пациентом занимаются врачи уже непосредственно смотровых, пациент не должен бегать по врачам, непосредственно врачи по профилю, который необходим. Они уже поступают, подходят к пациенту и непосредственно там же уже проводится осмотр. За последние сутки в отделение поступило около 40 пациентов. В зависимости от тяжести состояния их распределяют в разные зоны. Сначала в так называемой зеленой берут анализы и проводят первичный осмотр. Пациентов с неопределенным генезом переводят в желтую зону. Здесь группа врачей работает над установлением основного диагноза. Вала люш от дикабу, дика хаус, шуда цари, люш бацари, шиатер, сунзайта, сото хорвел херворк, ешцахилдяре, дейрез хулакандал сидойл. Еще одной интересной фишкой желтой зоны, да и отделения в целом, является пневмопочта. Пробирки с материалами для анализов загружают в контейнер, после чего его помещают в приемник. На цифровой панели задают адрес, и материалы отправляются в лабораторию. Там они принимают и сразу же проводятся анализы. Ответы анализа у нас по компьютерам, по барсу. Это все у нас сразу же видно. В красную зону поступают пациенты в особо тяжелом состоянии. В реанимации есть все необходимые аппараты жизнеобеспечения. Это у нас экстренная зона. Сразу стоит аппарат ИВЛ, мониторинг, лампы операционные сразу и языка. Все манипуляции мы можем сразу же провести. Здесь у нас 3 койки, здесь можно до 4, до 5 коек по мере поступления расширить.
То есть отделение очень уникальное. Это отделение отрабатывалось с главным специалистом Минздрава России по оказанию скорой помощи Сергеем Федоровичем Богненко. И он, у него даже самого в Питере нет такого отделения. Есть все абсолютно возможности обследовать пациента. МРТ есть, КТ есть, рентген переносной есть, УЗИ есть. В отделении днем работают 2 врача. И вечером после 4 уже заступает на дежурство тоже 2 врача. Один по приему пациентов, второй по больнице, так скажем. Отделение скорой медицинской помощи в своем роде уникально, потому что отвечает международному стандарту Emergency, где пациент становится центром внимания и оперативно получает помощь различных, в том числе и узких специалистов в одном месте. Стоит отметить, что во всем Северокавказском федеральном округе это первое подобное учреждение. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Хусейн Мурдаханов, Сайтель Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. В Грозный прибыла делегация из Республики Беларусь. Гостей встретили сотрудники Министерства промышленности и энергетики региона во главе с руководителем ведомства Адамом Хакимовым. Представители предприятия концерна «Белекпром» под предводительством председателя Татьяны Лугиной в течение нескольких дней посетят ряд промышленных объектов Чеченской Республики, оценят перспективы взаимодействия, а также обсудят совместные планы по сотрудничеству. Уже имеются некоторые идеи по созданию проекта в сфере легкой промышленности. Будем смотреть и свободную экономическую зону, где будет предложено, я думаю, место, где имеются особые условия для бизнеса. Будем посещать и общаться с бизнесом, который есть. Я знаю, что здесь мелкий бизнес существует по направлению легкой промышленности. Вот будем пытаться этот бизнес расширять. В Гудермес прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы», посвященный Великой Отечественной войне. Пробудет он в регионе до 22 марта, а поезд состоит из 9 выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 40-х годов прошлого столетия. Рамзан Абуев расскажет подробнее. С самого утра к перрону Гудермесского ЖД вокзала организованно двигаются небольшие группы. В большинстве это школьники. Внутри каждому дают наушники, ведь музей на колесах по сути является иммерсивным театром, создающим эффект погружения в быт Отечественной войны. По историческому маршруту посетителей ведет аудиогид Лидия. Это собирательный образ советской девушки. Она делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и победы. Заургай Туркаев учится в 5-й школе Гудермеса и приехал со своими одноклассниками, чтобы ощутить дыхание великой эпохи и погрузиться в историческую атмосферу времен Отечественной войны. С приветственным словом выступил заместитель министра образования и науки Ильяс Тааев. Он отметил, что прибывший поезд является символом нашей победы в Отечественной войне, и это отличная возможность, чтобы подрастающее поколение понимало, через какие испытания прошли их предки на пути к победе. Что такое поезд победы? Это в первую очередь это носитель памяти народа. Не может быть будущего у страны, которая не хранит историческую память. Сегодня мы видим здесь именно пример исторической памяти. Я надеюсь, что в следующий рейс наши участники специальной военной операции, наш народ, наши дети добавят еще один вагон в ваш поезд. Для гостей приготовили интересную концертную и танцевальную программу. Поезд как метафора всей жизни советского человека тех лет. Начинается она с весны 1941 года. В первом вагоне люди счастливо пьют чай, веселятся, ведут обычную повседневную жизнь. Уже в следующем атмосфера противоположная. Она посвящена отправлению солдат на фронт. В экспозиции эта атмосфера передается до мельчайших деталей. Есть также вагон, который экскурсоводы не рекомендуют посещать людям со слабой психикой. Здесь воссоздан концлагерь.
Идея данного вагона – напоминание об одном из самых страшных преступлений Третьего рейха – концентрационных лагерях. Их узников ждали бесчеловечные эксперименты, пытки, голод, расстрелы и газовые камеры. Все это не может вместить разум, но человечество должно об этом знать и помнить спустя века и десятилетия. В этом году появился новый вагон, посвященный военным трибуналам Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского судебных процессов. Завершает экспозицию «Вагон Победы». Война позади, но на лицах возвращающихся с фронта солдат она оставила тяжелый след. Посетили поезд и участники специальной военной операции. O pois jawanga halamo halhala nachiz shadagi arins Ukraina dol halawan gushtu dam ulawe michan ada kichidu nachiz bugal wen okchutayta dola dola войцегдадан цигабир вот вам. Помогают на месте и волонтеры. Эти ребята приехали с разных муниципалитетов республики. Мы выполняем функцию того, что мы полностью проводим людей от ресепшена до выхода из вагонов. Мы также помогаем с оборудованием, надеть наушники, аудиокниги. Мы все это слушаем, помогаем каждому. Полностью занимаемся от начала приема гостей до полного ухода из здания. Проводим их через вагоны и даем инструкции при необходимости. Сам поезд начал свое путешествие еще в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. Интерьеры дополнены мультимедиа в каждом окне, что создает ощущение движения. На сегодняшний день поезд пересек уже несколько раз всю страну от Крыма до Владивостока. Мы посетили более 200 городов, мы посетили 17 республик. Нам пришло более 500 тысяч посетителей и более миллиона посмотрели выставку на всех интерактивных площадках. Поезд технически очень сложно сделан. У нас более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Когда наши гости приходят на поезд, мы предлагаем им воспользоваться оборудованием, наушники и аудиогид. И проходя по поезду, наш гость погружается в те истории, слушая истории, которые были рассказаны Екатериной Гусевой. Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, а также открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов провел заседание нового состава Общественного совета при Министерстве внутренних дел региона. В него входят работники здравоохранения, науки, искусства, молодежных движений, общественных организаций, а также представители духовенства и средств массовой информации, среди которых и директор ГТРК «Война» Рузана Веселаева. Открывая заседание, Руслан Алханов выразил слова благодарности членам Совета за содействие и отметил, что на протяжении многих лет они оказывают огромную помощь ведомству. В завершении встречи глава МВД вручил удостоверение участникам и пожелал им успеха в работе. В ходе выборов председателя Общественного совета был избран Геха Аздамиров, ранее возглавлявший совет. Глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет огромное внимание духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Вы, молодежи, проводите огромную работу. Я желаю вам удачи, успехов в новом составе, чтобы вы точно так же еще лучше, чем прежде, с новыми силами начали работу. В Абхазии завершились Дни чеченской культуры, которые продлились 4 дня. За это время зрители смогли увидеть спектакль «Белла» по мотивам романа Лермонтова, концерт артистов Государственной филармонии и выступление ансамбля «Война». О том, как прошел последний день, расскажет Медина Мударова. Абхазские танцы – неотъемлемая часть народа. Через хореографию зритель может увидеть и понять целые отрезки и события из истории этого края. Действительно прекрасное зрелище, а наблюдать за ним вживую еще приятнее. В рамках Дней чеченской культуры, инициатором которых является министр культуры региона Айшат Кадырова, делегация во главе с первым заместителем министра Марет Байсаровой посетила репетицию Абхазского государственного ансамбля песни и танца.
Медленные и плавные движения, с помощью которых они демонстрируют всю красоту и грацию абхазских девушек. Гости еще более подробно ознакомились со всеми тонкостями национального танца. Марит Байсарова поблагодарила ансамбль за небольшой концерт и выразила свое восхищение. Мы, как никто другой, знаем, какой это кропотливый труд, сколько энергии и здоровья вы вкладываете в каждое свое движение. И хочу сказать, что ваши девушки наравне с вашими парнями делают такие движения отточенные, я не знаю, я хочу в первую очередь свое восхищение выразить им. Ансамбль был основан в 1931 году. За это время сменилось много участников, но их идея осталась неизменной – передать через движение всю красоту своих обычаев и традиций. Как признаются сами танцоры, они давно интересуются чеченской культурой и благодаря такому мероприятию с удовольствием погрузятся в нее еще больше. Чеченские танцы, лезгинку, это общий танец. На свадьбах всегда мы танцуем. Помимо абхазского, всегда у нас и чеченские танцы мы танцуем. Мне очень нравится творчество ансамбля «Войнах». Я сама очень хотела давно посмотреть вживую, как они выступают. И, к счастью, сегодня у нас выпала такая возможность. Они приехали к нам, будут показывать концерт. И просто у меня желание, горю очень сильно посмотреть. А тем временем у входа в Абхазскую государственную филармонию полный ажиотаж. Гости с нетерпением ждут начала концерта. Для завершения своего пребывания в качестве ярких финальных фанфар свое выступление показал Государственный академический ансамбль песни и танца в «Войнах». В качестве комплимента с абхазской стороны Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза» исполнили чеченский танец. В завершении Марит Байсарова еще раз выразила благодарность абхазскому народу за такое гостеприимство и теплый прием. От лица министра культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановны Кадыровой и от себя лично хотелось бы выразить огромную благодарность министру культуры Республики Абхазия, вам, Даур Вадимович, за такой прием теплый, за ваше гостеприимство. Несмотря на свою занятость, оставив все свои дела, все эти дни Даур Вадимович провел рядом с нами, всей нашей делегацией, рассказывал с такой любовью про все ваши традиции, обычаи, знакомя нас поближе с ними. И перед всеми хотелось бы сказать: Даур Вадимович, вы настоящий патриот своей родины. Также хотелось бы обратиться к абхазскому братскому народу. Мы вас всегда ждем на нашей не менее гостеприимной родной чеченской земле. В знак уважения и признательности от Чеченской Республики министру культуры Абхазии подарили национальную чеченскую папаху и кинжал, таким образом символизируя дружбу между народами. Министр культуры Республики Абхазии Даур Кови в свою очередь выразил слова благодарности Айшат Кадыровой за ее мудрую политику, направленную на укрепление дружеских отношений между народами. Сегодняшние дни культуры Чеченской Республики в нашей стране – это яркое свидетельство ее пути, которые она как раз и проводит. Конечно же, я хочу поблагодарить все коллективы, которые все эти дни дарили нам огромное море положительных эмоций. Вот и подошли к завершению Дни чеченской культуры в Абхазии. За это время зрители познакомились с театральным искусством Чеченской Республики и с вокально-инструментальным мастерством. Стоит отметить, что Дни культуры проходят в 30-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии. Медин Мударова, Сайдамин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика приняла участие в 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МИД-2023 в Москве. В ходе нее министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтайзиев заключил ряд договоров с крупнейшими компаниями. Обо всем по порядку. Медина Мударова. На сегодняшний день туристические бренды региона представляют свою продукцию на крупнейших выставках. Одна из них – 29-я международная по индустрии гостеприимства МИД-2023 прошла в Москве. Мы представляем здесь в основном наши туристические продукты, туры, туристические маршруты, экскурсии. Люди очень интересуются
обмениваемся контактами. Крупнейшие туроператоры региона представляли санаторно-курортные учреждения, турбазы и отели. В рамках мероприятия министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев подписал соглашение с одними из крупнейших туристических компаний Nordwind и Time Trial. Благодаря такому сотрудничеству туризм в регионе возрастает. У нас планируется подписание с компанией Pegas Touristics, а также на нашем стенде будет подписание очень важное для Чеченской Республики и Северного Кавказа в частности. Очень важное подписание соглашения между группой компаний Космос Групп и отелем Грозный Сити, согласно которому отель Грозный Сити перейдет под управление группой компании Космос. И это даст дополнительный стимул для развития сервиса. В 2022 году авиакомпания Nordwind впервые начала выполнение регулярного рейса из Казани в Грозный. Партнерство с ними позволит в будущем развить логистическую сеть из Грозного в другие города России. На данный момент авиасообщение дает дополнительный импульс туристическому потоку. Мы считаем, что с помощью этих рейсов, с помощью совместных наших усилий с Министерством туризма Чечни мы сможем дать дополнительный стимул для развития туризма в Чеченскую Республику. Собственно, это уже сейчас происходит. Time Trial – один из крупнейших производителей аксессуаров для активного отдыха. В начале апреля он уже планирует свою первую поездку в Чеченскую Республику с целью изучить потенциал водных ресурсов для развития активного отдыха. Сейчас более активно и развиваются водные виды спорта. И регионы, у которых есть такая возможность, они все-таки начинают развивать все больше и больше это направление. Я надеюсь, что регион разовьется, и мы в этом готовы помогать. Еще совсем недавно казалось, что туризм и Чеченская Республика противоположны друг другу. Теперь о красотах нашего края не понаслышке знают не только в России, но и за ее пределами. Мизель Мударова, Харн Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Клуб женщин-предпринимателей при региональном отделении Союза женщин России отметил годовщину со дня создания. На встрече присутствовали представительницы из разных сфер деятельности, индустрии красоты, здоровья, культуры и социальных направлений из Чеченской Республики, Ингушетии, Дагестана и других субъектов СКФО. Своей главной целью клуб ставит формирование благоприятной и комфортной среды, чтобы женщины могли реализовать свой потенциал в общественной и предпринимательской сферах. Мы решили лишний раз, чтобы все повстречались, пообщались, обговорили итоги за прошедший год и наметили новые планы на будущее. По-моему, плодотворное, потому что много было проведено выставок, показов и в соседних республиках, и здесь у нас в республике. Мы, естественно, тоже от Союза участвовали в этих показах. Женщины у нас не только занимаются с бизнесом и имеют свое дело, но они настолько еще и творчески настроенные люди, обогащенные. И детишки у них такие же тоже. Вот они на всех мероприятиях всегда делают и концертные программы, показывают таланты. Свою годовщину празднует и Ассоциация «Леди Кавказа 21 века». В рамках программы мероприятия прошел показ одежды брендов, которые являются членами ассоциации. А приглашенные творческие коллективы представили песенные и танцевальные номера. Встреча прошла в теплой обстановке. Уже сделали очень много проектов, которые принесли свои плоды. И также мы планируем, в будущем планируем еще несколько проектов, которые у нас уже есть в задумке. Также в наше женское сообщество входит такое же сообщество в Махачкале. Недавно, совсем где-то месяц назад, мы создали такое же сообщество в Ингушетии. Наше сообщество организовало проекты, такие как мастер-класс мы организовывали с Тахминовой Малатовой из Махачкалы по ораторскому мастерству. Также мы организовывали мастер-классы по психологии с нашим психологом Мадиной Исмаиловой. Также мы организовывали по лечебной практике. Заслуженный врач Дадаш давала этот мастер-класс. В рамках детского фестиваля состоялся чемпионат СКФО по робототехнике, который прошел в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант». Состязания прошли в 5 номинациях. Роботы, разработанные ребятами, выполняли трюки, преодолевали препятствия, оценивали их профессиональные жюри. По итогам определились 15 победителей и призеров, которые получили подарки, кубки и дипломы. Оставшимся участникам вручили памятные сертификаты. Помимо этого, различные конкурсы, мастер-классы и не только по разным направлениям были проведены для гостей мероприятия.
На самом деле, вот эти мероприятия действительно, значит, показывают именно те знания, которые получили знания за период, вот, допустим, прошедшего года, какие дети, новые дети, старые, которые ранее учились и участвовали вот в таких мероприятиях, вот в данном чемпионате и так далее. И эти дети, в свою очередь, каждый год показывают свои знания именно в рамках своих проектов. То есть они сюда приезжают, реально имея конкретные знания и имея при этом свои проекты. И эти проекты, они именно направлены на современные инженерные технологии, именно в сфере робототехники. В регионе прошел открытый турнир по боксу памяти мастера спорта России Адама Исаева. Участие в нем приняли около 40 спортсменов. Всего состоялось 18 поединков. Об итогах в следующем материале. В открытом турнире по боксу принимают участие около 40 молодых ребят. Соревнования посвящены памяти мастера спорта России Адама Исаева. Все проходит в современном комплексе. Вот в таких удобных перчатках добывается победа. Но прежде чем их одеть, ребята проводят разминку и готовятся к боям. Организаторами предусмотрено все, от экипировки до безопасности. Несмотря на то, что участники – это дети, на ринге протекают совсем не детские бои. Зрелищу может позавидовать и взрослый турнир. Участники демонстрируют прекрасную технику с настроем. Как известно, побеждает только сильнейший, но моральная поддержка есть абсолютно у каждого участника. Умалт Дутуркаев выступает в категории до 44 килограмм. И, несмотря на юный возраст, стойко держится на ринге, в итоге одержав верх над Халидом Икрамовым. По словам организаторов, поддержка руководства субъекта позволяет воспитывать качественных спортсменов, многие из которых в состоянии сделать успешную карьеру. Бокс Всего прошли 18 поединков в 9 весовых категориях. Каждый боксер проявил мужество. Наилучшие были награждены медалями и кубками. Для них это уже большой шаг на пути в мировой спорт. Турпал Али Тайсумов, Резван Насипов, Зелимхан Гешларкаев и Сайтамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская республика. В Гудермесе прошли заключительные игры зимнего первенства Чеченской республики по футболу 2023. В нем приняло участие 10 команд, которые разбили на 2 группы. Возрастные ограничения отсутствовали. В ходе тяжелых противостояний были определены победители и призеры. Их наградили кубками, медалями и грамотами. А лучшим игрокам вручили ценные призы и дипломы. Помимо этого, благодарственные письма от Федерации футбола получили куратор данного вида спорта в регионе Халид Кадыров, генеральный директор Академии Рамзан Абубакар Кадыров и другие отличившиеся сотрудники. Дальше спортсменов ожидают четвертьфинала. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить главу Чеченской республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Решил поддержку, решил внимание, Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.